В новом году культурную сферу ожидает оптимизация, которая вполне может повлечь за собой и сокращение. Об этом на первом съезде работников культуры объявила Фатима Хабалова. В этом году на муниципальном уровне оптимизировали 20 штатных единиц, отметила министр культуры. В следующем число останется примерно таким же. У нас есть, конечно, какие-то резервы, безусловно. Они есть везде. Поэтому при внимательном изучении вообще вопроса выполнения функционала определенного и определенных работников можно пойти по пути и расширения фронта работ, допустим, что позволит тоже высвободить какие-то единицы. Ни в коем случае нельзя резать по-живому, ни в коем случае. Потому что это все живые люди. Уверяю вас, мало кто из них имеет какие-то другие источники для того, чтобы содержать себя и свои семьи. Поэтому мы подходим к этому очень осторожно. Но не делать этого нельзя. Мы не справимся тогда с выполнением указа президента России. На съезде сегодня вспоминали о творчестве Костахи Тагурова, Бибо Ватаева, Кима Суанова. Их прочный фундамент, проложенный в культуру, стал следующим этапом возвышения национальной культуры. Деятели обсудили и новые проекты. В 2015 году для школьников разработают маршрут по местам боевой славы. Также планируется учредить премии для молодых литераторов. Это площадка, где впервые собрались работники культуры совершенно разных сфер, направлений. Это начиная от работников сельских домов культуры и библиотек и заканчивая академическими, представителями академических наших коллективов. И есть, наверное, что обсудить, есть, наверное, те вопросы, которые закопились на последнее время. Как говорится, нам есть чем гордиться, нам есть чем радоваться, но в то же время есть ряд проблем не только материального характера, которые и правительство, и государство должно поддерживать, укрепление материально-технической базы, но есть и проблемы кризиса отдельных жанров. Остро стоял вопрос обеспечения сохранности объектов культурного наследия, в частности в горных районах. Говорили и о формировании нового книжного фонда библиотек республики. Прозвучало обещание о том, что в новом году выдача жилья работникам культуры не только не приостановится, но и будет повышена заработная плата. Следующий год объявлен годом литературы и 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Министерством культуры Северной Осетии уже подготовлен проект мероприятий. Рая Дзантьева, Тома Валиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.